Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В Республиканской приемной комиссии начался прием документов на целевые места в вузы страны. Об особенностях целевой подготовки студентов, о том, в какие учебные заведения и на какие специальности можно поступить в этом году, мы сегодня поговорим с гостем студии. Это заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, в чем главное, наверное, отличие целевой подготовки, целевого обучения студентов от так называемого распределения, и какие приоритетные направления подготовки республика определила в этом году? Необходимо обратить внимание, распределение по всей стране у нас ушло в советское вчера, достаточно давно, и оно осталось только в железнодорожных вузах. Необходимо обратить внимание, это была мера, характерная в целом для бесплатного образования, высшего бесплатного образования. С учетом того, что целевое обучение у нас предоставляет возможность учиться бесплатно за счет учреждения или предприятия, то, по сути дела, можно сказать, что целевое обучение с обязательным прикреплением к этому учреждению или предприятию является таким вот новой формой распределения. В этом я совершенно с вами соглашусь. И необходимо сейчас сразу изначально определить эту позицию. Мы достаточно давно, уже в республике 27 лет, осуществляем целевую подготовку специалистов. Тогда, когда порядка 60 специалистов в республике у нас приходят на рабочие места по тем направлениям, в котором заключен, и в те предприятия, с которыми заключен трехсторонний договор. С 30% студентов, которые закончили обучение, мы вступаем в судебную тяжбу о возврате этих денег, которые заплатила республика за их обучение, если они не приступили к обучению. Новшество российского законодательства заключается в том, что ответственность будет нести работодатель или учреждение, которое заключило этот трехсторонний договор. То есть после непосредственно при окончании учебы организация, которая сегодня выдает направление, она должна понимать, что через 5 лет, если она не примет, или через 3 года после соответствующих видов обучения, не примет студента, бывшего уже студента на работу, то сумму подготовки его, она будет взыскана с этого учреждения организации. Еще одно серьезное законодательное новшество в этом году по целевой подготовке. Я знаю, что немножечко изменилась схема выделения целевых мест, немножечко об этом. И как поступить нынче на целевое место, и на какие специальности ожидается самый большой конкурс? Вообще, какой конкурс будет? Необходимо обратить внимание, действительно, целевая подготовка до определенного момента велась только в рамках нашего республиканского законодательства. Однако федеральный законодатель в данном направлении тоже не стоит на месте, и начали соответствующие меры по целевой подготовке в России включаться. И совершенно только в этом году возникла ситуация, при которой законодательно закреплен порядок целевой подготовки именно для высшего образования, опять же, на обе ступени образования, на обе ступени обучения. И нужно обратить внимание, если ранее наши дети в пределах тех цифр, которые мы утвердили, а мы их утверждаем каждый год, цифры целевого набора, они участвовали в региональном конкурсе целевых мест, то на настоящий момент дети, которые у нас поступают на наши зафиксированные целевые места именно с точки зрения денег зафиксированные, те, которые у нас определены сегодня по показателям, по нормативам, они участвуют в общероссийском конкурсе. То есть ребенок, который сегодня у нас приходит с направлением от работодателя, прежде всего, о том, что он его через 5 лет возьмет на работу. Кроме того, этот ребенок еще и, должен будет понимать, что он идет не на фиксированные места регионального конкурса, а ждать непосредственно результата целевого конкурса по всей Российской Федерации. Поэтому этих детей непосредственно может быть и меньше, и этих детей может быть и больше. Но мы зафиксированы цифрой контрольных цифр приема, которые определили с Российской Федерацией. Приоритетными направлениями подготовки в Республике Саха-Якутия у нас становится клиническая медицина, хотя бы только потому, что мы все прекрасно понимаем, что основные направления сегодня развития здравоохранения диктуют, и наши действия по развитию здравоохранения диктуют и подготовку специалистов.
Это подготовка специалистов для нового кардиологического центра, для нового онкологического центра. Это и подготовка специалистов для паллиативной медицины, и подготовка специалистов для сестринского ухода. Вторым направлением остается также нефтегазовое дело. Мы понимаем, в каких направлениях и почему мы используем данный момент. Третьим направлением является водный транспорт. Это прежде всего связано со строительством Жатайско-Судоверфи. Ну и нельзя не сказать о новом направлении, которое мы в обязательном порядке сегодня является у нас приоритетом. Это наши цифровые специальности на различного рода компетенции, связанные с IT-технологиями. Ну а какие в этом году, может быть, особенности для людей, прошедших военную службу по призыву, желающих поступить на целевые места? Есть ли какие-то льготы, есть ли какие-то поблажки или все на общих основаниях? Вообще в Российской Федерации уже достаточно давно существует порядок, это сдача и поступление по результатам ЕГЭ. Поэтому, когда вы его сдали до армии, после армии, да, то ни о каких льготах и поблажках здесь не может быть. Очень здорово, что ребята, отслужившие в армии всего 1 год, наши, в общем-то, экс-выпускники придут, и я думаю, что они спокойно поступят в наши вузы. Ну а вообще для обучающихся в рамках подготовки целевой есть ли какие-то льготы, существуют ли какие-то дополнительные условия обучения или еще что-нибудь интересное? Но необходимо обратить внимание, что вообще целевая подготовка в республике, да, ну вот если говорить о каких-то льготах, это уже льгота. Да? Почему? Потому что целевая подготовка – это оплата за счет бюджета мест, которые, по сути, являются коммерческими. И поэтому само по себе сказать о том, что нужно еще какую-то дополнительную льготу, будет немножечко неверно. Да? Необходимо обратить внимание еще на такие моменты. Целевая подготовка у нас осуществляется в пределах Республики Саха-Якутия, это в наших базовых вузах. Мы достаточно долгий вели диалог с нашими вузами о том, в каком порядке, какие специальности подлежат непосредственно подготовке, какие нам нужны специальности именно здесь, на месте, для того, чтобы готовить прежде всего качественных специалистов. Какие у нас специальности в наших вузах являются топовыми, качественными, востребованными. И также подготовка целевая за пределами Республики Саха-Якутия. Конечно же, старались выбирать лучшие вузы и, соответственно, для того, чтобы готовить лучших специалистов и для того, чтобы они возвращались в республику. И необходимо обратить внимание, не в пределах целевой подготовки, а дальше продолжается наша подготовка специалистов по обучению абитуриентов, а потом студентов за рубежом. Также мы продолжим наши отношения с пекинским цирковым учебным заведением, которое дальше будет продолжать готовить наших циркачей. Вот в начале беседы вы упомянули о ситуации, когда после того, как студент на целевом месте обучился и предприятие его не трудоустроило, в этом случае предприятие возмещает расходы. А если в процессе учебы так получилось, что студента отчислили, и он это обучение не закончил, как в этом случае республика будет возвращать свои деньги? В данном случае, если обучение прекращено по вине студента, то, конечно же, возвращает студента. Здесь и другого варианта и не может быть. Потому что у нас когда ставится условие о том, что предприятие оплачивает, да, если вдруг оно не взяло, то оно отвечает за свое невыполнение обязательств. А так как в трехстороннем договоре участвует и студент, он обязан доучиться. Все-таки предприятие, которое подало заявку на подготовку специалиста или нескольких специалистов, каким образом оно гарантирует последующее трудоустройство? Только путем подписания трехстороннего соглашения. Оно связывает его обязательства. У нас при обсуждении вопроса по целевой подготовке достаточно много приходило, например, направлений с обязательствами от муниципальных образований. Я хочу обратить внимание, что мы их достаточно тщательно просматривали и анализировали со всех сторон, и понимаем, что муниципальное образование, независимо от того, что там даже власти будут меняться, может глава переизбраться, может у него будет другая структура администрации и так далее, в любом случае уже подписанное соглашение будет его связывать на принятие этого студента, уже окончившего, выпускника, на место работы.
Ну а какие-то данные аналитические, может быть, какие-то обсуждения по итогам целевого обучения студентов? Насколько правительство нашей республики оценивает эффективность такого метода подготовки специалистов? Ну, так как мы, в общем-то, имеем 27-летний, да, опыт, я уже говорила, подготовки специалистов по целевому обучению, то я вернусь к первому вопросу, о котором вы говорили, да, чем целевое обучение отличается от распределения. Ну, по большому счету, мы именно распределение и заменили целевым обучением, по сути, да, потому что в любом случае важнее не только качественно отучить, но и качественно устроить на работу. Ну а если взять ситуацию из года в год, то интерес со стороны абитуриентов к такому обучению растет, сохраняется или где-то, может быть, утихает, угасает? Он точно не утихает, не угасает, да, прежде всего он не только сохраняется, но и увеличивается, потому что поступить на общих основаниях действительно достаточно сейчас сложно, количество в целом бюджетных мест ограничено, конкурсы сейчас везде высокие. Если исходить из того, что в целом подготовка у нас на уровне общего образования в республике не является еще пока, я думаю, что это скорое будущее, одной из лучших в России, а она скоро именно такой и будет, да, то я думаю, что необходимо, в общем-то, думать и о том, что увеличивать количество и в последующем целевых мест. Ну вот, может быть, кто-то из абитуриентов увидит нашу программу и «я хочу обучаться на целевом месте». Что делать, куда идти, когда подавать документы? Республиканская комиссия у нас работает в республике, начинает свою работу с 26 июня, она уже начала свою работу с 26 июня. Прием документов закончился у нас 5 июля, да, ну если уже куда идти, да. Вот. Ну и, соответственно, она находится по всем вопросам. Якутский институт водного транспорта на улице Водников, 1. И сколько в этом году желающих обучаться? А у нас сегодня поданы и удовлетворены, так сказать, по порядка 3-4 человек на одно место практически по каждой специальности. Ольга Валерьевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов. Спасибо. Ну и будем надеяться, что в связи с новыми законами количество студентов, которые будут обучаться на целевых местах в нашей республике, будет только расти. И, соответственно, с этим же будет расти и качество образования. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На целевой подготовке студентов мы разговаривали с гостем в студии, заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольгой Балабкиной. До встречи в эфире.